совещания, уважаемые друзья, позвольте мне выполнить поручение полномочного представителя за многолетнюю плодотворную общественную работу по сохранению этнокультурного наследия хакасского народа, личный вклад в гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации, духовно-нравственное воспитание молодежи. Благодарственное письмо полномочного представителя вручается председателю Совета старейшин народов хакасского народа Торосову Владиславу Михайловичу. Слово для приветствия предоставляется Надежде Сергеевне Максимовой, депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от Республики Хакасия, заместителю председателя комитета по бюджету и налогам. СНР, Орлы Харгыста. Добрый день, уважаемые делегаты и гости нашего 13-го съезда хакасского народа. Я от всей души поздравляю вас с этим событием. И благодарна Совету старейшин и председателю Торосову Владиславу Михайловичу за приглашение для меня принять участие в вашем съезде. Это для меня огромная честь. Спасибо. Знаете, вот каждый такой съезд – это действительно событие, потому что на нем обсуждаются все текущие вопросы, все жизненно необходимые, и развитие республики, и сохранение национальных обычаев, традиций, как дальше будет жить и развиваться хакасский народ вместе с другими национальностями, которые проживают на территории республики, да и во всей России. И вы знаете, это лучшее подтверждение слов, которые в своем послании Федеральному собранию сказал президент нашей России. Слава – сила России в свободном развитии всех народов, в многообразии и гармонии культуры, языков, обычаев. И на самом деле наша республика подтверждает, что она демонстрирует постоянно стабильность многонациональных отношений, демонстрирует нашу дружбу, дружелюбие и то, что мы все вместе действительно можем делать многое и развивать республику, совершенствовать ее инфраструктуру и сохранять обычаи. И действительно люди, которые проживают в нашей республике, вместе празднуют все и государственные праздники, и национальные праздники, и вместе борются с невзгодами. И лучшее подтверждение тому – это прошлый год, когда все вместе мы общими усилиями направили на то, чтобы ликвидировать последствия огненной стихии, от которой пострадали наши граждане. И не случайно президент России, именно ценя вот такую стабильность нашей республики, под личный контроль взял вот эти процессы, которые у нас проходили по восстановлению жилья для граждан. И, наверное, сегодня, вот сейчас, когда президент обращается и проводит открытую линию, беседуя с нашим народом, с населением России, и как раз сейчас это идет, я думаю, что вопросы национальных отношений обязательно будут затронуты и найдут свое освещение. Уважаемые коллеги, друзья, я хочу сказать, что на федеральном уровне все структуры ценят вот такую стабильность нашей республики. И я хочу зачитать вам приветствие нашего председателя Государственной Думы Федерального собрания Нарышкина Сергея Евгеньевича. Позвольте мне прочитать. Организаторам, участникам и гостям 13-го съезда хакасского народа. Приветствую организаторов, участников и гостей 13-го съезда хакасского народа. Традиция проведения съездов хакасского народа родилась еще в начале прошлого века. Резолюции съездов помогали объединить силы интеллигенции, защитить культуру, обычаи, развивать национальную школу и поддерживать хакасский язык, а также решать многие социально-экономические и демографические проблемы. Уверен, нынешний съезд подчеркнет ценность конструктивного взаимодействия между органами власти и общественностью, важность межнационального диалога и согласия. А избираемый на съезде Республиканский совет старейшин хакасского народа внесет свой весомый вклад в общую работу на благо Республики Хакасия и всей России. Желаю вам плодотворной работы и успехов. Нарышкин Сергей Евгеньевич. Арды Харгыста. Щолынар. Азых Олдов.